вальс на закрытии зимних игр в Сочи. Хибла Герзмава взлетела на музыкальный Олимп стремительно, очень высоко. Ответственность за каждую ноту, за каждое движение – это удивительное ее качество. Она именно деятель, она больше, чем певица и актриса, понимаете? Что такое певица с большой карьерой европейской? Это когда ты едешь в какой-то другой театр, но потом ты возвращаешься домой, в свой театр, дом. Этим домом оказался театр Станиславского Немировича Данченко. Эта модель театра дома очень как-то прижилась в России. Репертуарный театр, театр, основанный на постоянной труппе, когда люди играют разные спектакли, начинают понимать и чувствовать друг друга, и между ними возникают тончайшие взаимоотношения, такие, которые никогда не возникнут, если люди съехались в одном месте на один спектакль. В этом театре все знают друг друга. Монтировщики знают артистов, артисты знают монтировщиков, одевальщиц, производителей декораций в цехах и так далее, понимаете? И для нее, воспитанной в соответствующих кавказских традициях, это все-таки она абхазка, понимаете? Для нее, рано потерявшей своих родителей, иметь вот эту опору, мой дом, моя крепость, мой театр, было крайне важно. Хибла жила в детстве так, как это описал изумительный абхазский писатель, который считал себя русским писателем, Фазиль Искандер. «Детство Чика». И вот так она смотрела на мир своими удивительными глазами, ребенка, познавая его постепенно, с каждым днем. Росла она в такой любви, нежности вместе с мамой, с папой. Особых музыкальных событий не было в Абхазии. Но была Пицунда. Там был храм православный, где проводились фестивали. Этот уникальный храм, он 9 века. Он сейчас концертный зал. Но вот это место моей силы. Это там, где я вот оттуда могла перелезть вот этот забор, выбросить свою обувь и бежать, пока идет концерт, для того, чтобы успеть это послушать. Звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли, как писал Пушкин. Вот так росла Хибла Герзмава. Это Пицунская больница, когда-то это был роддом. Вот здесь я на 1-м этаже родилась. Хочется вам показать вот это. Когда подходишь сюда к стенам, хочется как-то даже босичком, вы знаете. Я делала это в детстве вот так. Я шла вот так в детстве, босиком. Она слышала эти звуки, она впитывала в себя все, впитывала в мир этих звуков, красоту, природы, чувств. Когда идет концерт, и хочется вот так подойти и просто прильнуть к этой стене, потому что вот это невероятная энергетика. И вот эти воспоминания детские, вот этого камня,
и прикосновение к этому камню. Вот это я никогда не забуду. Пойдемте. Та маленькая абхазская девочка из Пицунды, которая выросла у моря, тот запах сосен и эвкалипта, я все это, конечно, привезла сюда, в Москву. Холод и зима московская, мне пришлось к этому, конечно, немного приноровиться, но это большая школа, это общежитие консерватории на Малой Грузинской, это консерватория, это студенчество. Я до сих пор помню, где немножко скрипит паркет, и вот этот запах консерватории, это ни с чем не сравнить. И эти все исторические портреты, и вот этот невероятный воздух, который есть в этом здании. Вот смотришь на слово «партер», и все, и у тебя мурашки по коже. Смотрите, потрясающе просто. Это фантастика. Вот она сидит, красотка моя. Шикарно выглядишь вообще. Старалась, чтобы не ударить в Ты моя красотка. Хиблочка, конечно, девочка из Абхазии, но она могла быть и не только из Абхазии. Она могла быть и из России. Но так сложилась судьба, что это действительно Абхазия. Это очень талантливая девочка, очень талантливая. Она обладает прекрасным, очень красивого тембра голоса. Поэтому это все было при ней. И когда у человека есть такие данные, с ним легко очень работать. Предлагаешь что-то, и этот человек, в силу того, что он очень одарен, он это все выполняет. И вот как-то мне наша замечательная концертмейстер и педагог Евгения Михайловна Арефьева сказала: я приведу тебе замечательную девочку, Хиблу Герсмава. Она только что выиграла конкурс Чайковского. И привели девочку, действительно замечательно певшую. Я не помню, что она тогда пела на поступлении, возможно, «Розину». Звонко, ярко, чудесно, но... Но Александр Борисович у нас любит только тонких и звонких. Вот, поэтому было... Александр Борисович, мы вас ругаем, если что. Поэтому было сказано, чтобы Хиблочка похудела. И она похудела на 20 килограмм. Да. Александр Борисович меня тогда не узнал. Он сказал: это вы? Я действительно похудела на 19 килограмм. И вот и такая была легкая мюзетта, которая взлетала на машину. Александр Борисович был в восторге, потому что мы все были молодыми, худыми, звучащими. Ну, мы и сейчас звучащие, не очень худые, но красивые. Конечно, я ее узнал. Я не мог ее не узнать, ну, просто по голосу. Но я ей подыграл. Я хотел, чтобы она почувствовала... Вот ее даже не узнал режиссер, до такой степени она изменилась, понимаете? Это был 89-й год. Я приехала тогда с папой, я помню, и никого ведь не пускали на экзамены. А папа уговорил тетечек, и я даже помню, где он сидел. Мы сейчас зайдем в зал, и я вам покажу, где он сидел, и очень болел за меня. Когда я пела третий тур, это была ария Джульетты из Монтеки и Капулетти. Я прошла в десятке, я была первой и второй. То есть у меня хорошие были экзаменационные листы, и хорошо поступила в консерваторию тогда, и папа, конечно, очень гордился. Мамы уже тогда не было, потому что мама ушла в 87 году, и очень-очень хотела, чтобы я училась именно в Московской консерватории. Почему Московская консерватория, никто не знает, но вот она нарисовала это для себя. Я вам сейчас покажу это место, где сидел папа на третьем туре моего поступления. Пойдемте. Только тихо, сейчас идет репетиция. Папе дали возможность посидеть здесь, и папа сидел здесь. Вот это его место.
Я была на сцене тогда, он сидел здесь. Я никогда это не забуду. Это второй проход в этом зале. Первый проход там чуть поближе, а здесь этот проход, и вот папа сидел здесь. Ну вот как раз на этой сцене Зураб Соткилава и Елена Образцова вручали гран-при. И гала-концерт у нас был в зале Чайковского. И в зале Чайковского после третьего тура нам объявили, что я гран-при. Мне приготовили сюрпризик. Ну ты очень хороший сюрпризик. Я тебя люблю. Масочка, привет. Привет, Мара. Привет. Это Катя моя Ганелина. Мы больше 30 лет вместе. И столько лет никто не дружит и никто не работает. Нас познакомила мама моя. Вот так случилось, что мы были студентками, учились. Я уже работала немножко концертмейстером, а Хиблочка готовилась ко всяким концертам. И мы жили потом, в общаге, и на мы жили Малой в Грузинской. общежитии, да. Но как-то все так сложилось, что я стала аккомпанировать на этих концертах. Потом мы стали готовиться уже к конкурсу. Ну, в общем, мама была таким вдохновителем нашего дуэта и, собственно, является до сих пор нашим камертоном и нашим строгим судьей, что ли. Мы всегда Главным советуемся. музыкальным учителем. У меня был концерт в храме с органом, с Мариной Шамбо. И я как-то стояла и подумала, что вот здесь я хотела бы сделать фестиваль в памяти о моих родителях. И именно в память о этих людях, которые очень много сделали для моего становления. А что такое память? Память должна жить. Вот меня не будет, а дальше будет в жизни фестиваля какая-то часть. И, наверное, это правильно. И, наверное, я для этого делаю все. Для того, чтобы после себя оставить память о моих родителях. И вот мы приехали в Абхазию. Зал маленький, не вместил всех желающих. Установили экран и еще 600 стульев. Люди слушали на улице. О приеме даже говорить нечего, какой был в зале. Но что было потом, после 40 минут, когда после концерта обычно как-то отдыхаешь и выходишь. Вот после 40 минут я вышел, там был постелен красный ковер огромный. И вот вся публика, которая сидела и смотрела этот концерт по монитору, никто не ушли. Они все кричали, они все плакали, они обнимались, сжали руки. Вот мы шли вместе с ней просто как по облаку. Спасибо большое.
проводится в 23-й раз. Она была ведь совсем молодая, когда она организовала фестиваль свой. Ей было там едва за 30. Она больше, чем певица и актриса. Понимаете, вот она организовала фестиваль, вот ей стукнуло это. И она его продолжает, развивает. Он распространялся, он вышел успешно за рубеж. У него выступают замечательные коллективы, музыканты, певцы, чтецы. Важно понимать, что наш фестиваль соткан из любви, и люди, которые приезжают туда, и все мои друзья, которые там собираются, они чувствуют это, и у нас будет что вспомнить через много лет. Она сказала, это Мацуеву отдайте, пожалуйста. Ты моя молодец. Мы это запомним надолго. Знаменитое прерывание травушки-муравушки. Денис Мацуев. У нас творчество, от которого мы заряжаемся друг от друга, когда мы выходим на сцену вместе. Это огромное счастье. Мы импровизируем. Мы, конечно, репетируем, но все основное происходит на сцене. Хибла, которая подвластны абсолютно любые жанры. Как и эстрада даже, и джаз, как мы видим. Она абсолютно проникает, она впитывает все новое. Она хочет участвовать в каких-то абсолютно уникальных проектах, которые, может быть, даже и не, так сказать, подвластны знаменитым оперным певцам. И ей удается все, и каждый делается все со вкусом. Мне важно было, чтобы зритель, который пришел на певицу, на оперную певицу Хиблу Герзмава, послушал бы, как певица может петь джаз, как певица может петь разную музыку, и абхазские песни, и советские. И песни Анны Герман, и джазовые стандарты, и немного классики в кроссовер. Соединение очень интересное получилось. Я посмотрела по зрителям, посмотрела, что людям это нравится. И у меня полные залы, и людям очень интересно посмотреть, прийти на это, на все, послушать. Я вам скажу, что я много, конечно, работал вместе с Хиблой, много слушал ее, и не только в опере, а с ее чудесным партнером Екатериной Ганелиной. Она как поет романсы Чайковского, Рахманинова, Метнера, Прокофьева. Не забуду прокофьевский «Сероглазый король» на стихи Анны Андреевны Ахматовой. И вот наступил момент, когда она меня совершенно покорила навсегда. Мы стали готовить программу к 80-летию Победы. Это совершенно другое. Это совершенно другая музыка, совершенно другие чувства, совершенно все другое. Другой жанр. И я думал, как это будет? И она меня потрясла. На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина, в том кургане в мирный берег тихо плещется волна. Я всегда была очень аккуратна к своим партиям и к своим ролям, потому как мне
казалось, что очень правильно, когда есть такая определенная часть ступеней. То есть я начинала с одних ролей, теперь у меня немного другие полотна. И я люблю, конечно, эксклюзив, чтобы это было вот так эксклюзивно сделано в этом театре для того, чтобы поехать петь в других театрах. Я не люблю, когда разделяют. И вот эта партия для исполнения – это роль. В театре все роль. Просто эта роль поется. И вот «Травиату» я ставил уже в расчете именно на нее. Что она была, с моей точки зрения. Мы ее там с художником Арефьевым причесали такой короткой стрижкой стоячими. Да, она такая была, такая вызывающая девушка была такая. Но я думаю, что это была одна из самых таких ярких и сильных ее и ролей, и партий. Следующим спектаклем, который на нее был поставлен, была «Лючия де ля Мермур». Очень красивый спектакль. Художник Андрес Фрейбергс, Адольф Шапиро, режиссер, ставили спектакль. Он до сих пор у нас в репертуаре, уже поют другие девочки. Хибла перешла на более крепкий репертуар. Но долгое время она была там практически единственной, пока пела высокие партии. Потом я подумал, что она уже может все или почти все. И есть такая знаменитая опера «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, где 3 новеллы, которые поют героини разными голосами. Есть лирико-колоратурная сопрано, лирическая сопрано и драм-сопрано. Но Оффенбах всегда мечтал, чтобы это пела одна актриса. И когда-то премьеру, уже после его смерти, он не дожил до премьеры, пела действительно одна актриса, одна певица. Это как раз очень совпало, потому что она мне говорит, а меня зовут в Метрополитен. По-моему, ее звали петь Антонио только. А потом, когда узнали, что она будет петь здесь все 3, жутко обрадовались и сказали, отлично, переделаем контракт, будешь петь все 3. И она пела всех 3. Это, конечно, штанга «Будь здоров». Вот вы себе представляете образы, которые создала Хибла Герзмава? Сколько жизней она пережила благодаря своим героиням. Сколько трагедий, сколько молитв, сколько слез, сколько интриг, сколько всего. Она проживала каждую жизнь как свою собственную. Представляете, какой это человек, какое это богатство у человека в его сокровищнице духовной. Вот давайте просто вспомним. Людмила, Татьяна, Виолетта, Луиза, Мими, Мюзетта, Адель, Донна Анна, Лю, Олимпия, Антония, Джульетта, Медея, Вителлия, Леонора, Амелия Гримальди, Дездемона, Норма, Анна Болейн. Вот только одни названия. Я еще думаю, что я не все вспомнил просто сейчас. Вот как с этим жить? Как с этим засыпать? А голос – это нечто, что живет вроде бы в тебе, а вместе с тем живет своей самостоятельной жизнью. Вы никогда не знаете, чем дело кончится. Есть он сегодня, нет. И вот ответственность за каждую ноту, за каждое движение – это удивительное ее качество. Я считаю, что Хиблочка очень много приобрела за последние годы. И такие партии, как «Норма», ее просто так не споешь. Это нужно очень много уметь, очень много иметь.
И вот эта партия Нормы показала, насколько она уже владеет своим голосом, владеет мастерством пения. И она стала прекрасной певицей. Прекрасной. Уникальность Хиблы еще и в том, что огромный репертуар, который за эти сезоны, уже теперь сезонов было немало, она сохраняет и звучит в этом репертуаре так же, как она звучала в нем там 10 или 15 лет назад, что у певцов является едва ли не главной задачей не только появиться, сверкнуть, а продолжать сверкать, продолжать светить. Конечно, Адриана Лекуврер — это отдельная история в моей музыкальной жизни, в моей карьере вокальной. Я настолько купаюсь в этой музыке, я так счастлива, я так благодарна Валерию Бесаловичу, что в Мариинском театре есть вот этот невероятный спектакль. Меня очень радует то, что она глубоко предана своему родному театру, театру Немировича Данчика и Станиславского. В то же время украшает сцены Большого театра, Мариинского театра. Если говорить о том времени, в котором мы живем, многое могут сделать звезды, которые представляют также различные национальные культуры, национальные традиции. Насколько я могу судить, Хибла никогда не забывает о том, что в Абхазии ее родные, ее друзья, ее предки — Для меня Фазиль Искандер — главный абхаз. У меня вот несколько главных абхазов. Это Владислав Ардзенба, который был первым президентом этой страны. Дальше Сергей Васильевич Багапш, который делали для своей страны действительно глобально. Фазиль Искандер — главный абхаз в культуре и в том, что Абхазия и Россия вместе всегда. В нашем искусстве, в нашей культурной жизни, и не только в музыкальной, а в писательской. То, что у нас есть русский театр в Сухуми, русский театр имени Фазиля Искандера, это, конечно, это неотъемлемая часть нашей абхазской культуры. Там главенствует и генеральным директором сейчас есть мой большой-большой друг Ираклий Хиндба. Очень талантливый, умный человек. Хибла изменила мою жизнь. В начале 2000-х я побывал на спектакле «Травиата» с ее участием. Это был первый полноценный спектакль, в котором она исполняла главную партию, которую я увидел в своей жизни. Знаете, я был настолько потрясен, не только, конечно, ее невероятным голосом и тембром, который известен всему миру, но ее женственностью, ее актерским дарованием очень глубоким. С тех пор я, во-первых, полюбил оперу, а тяга к театру переросла в желание заниматься театром. Мне предлагали должность министра иностранных дел, а я выбрал театр. Стал директором Русского театра Абхазии и нисколько об этом не жалею. Хиба, я счастлив Спасибо большое. видеть тебя вновь в нашем театре. Спасибо. Где тебя очень любят и ждут всегда. И то, как ты к нашему театру относишься, сколько ты для нас сделала, не только для нас, для нашего народа, для всей страны. Да не надо про это говорить. Пойдем в театр лучше.
Вот наш зал. Я люблю этот зал. То, что у нас есть сегодня, и то, что мы вот все эти годы развиваемся, в этом есть твоя большая заслуга, потому что я помню те времена, когда театр был закрыт, и у нас не хватало вообще возможностей для существования. Да. Мы думали, как нам дожить до момента открытия театра. И ты приехала сюда, в этот театр, и спела здесь 2 концерта, потому что загрузка зала была 50% из-за ограничений, ты поэтому спела 2 концерта. Это не забывается. Вы знаете, русский театр – это отдельная стезя как бы в моей жизни, потому что я, будучи маленькой девчонкой, меня бабушка с дедушкой приводили сюда для того, чтобы посмотреть драму в прекрасном театре. Театр был другой, театр был, немного на другом уровне, я бы сказала, но я была абсолютно счастлива, потому что рядом были родные, которые приводили сюда меня в этот театр, и я с абсолютно открытыми глазами могла впитать в себя вот то, что происходило здесь на этой сцене. Я когда была студенткой музыкального училища, мы бегали в театр. Мы обязательно должны были посмотреть драматические спектакли для того, чтобы прийти в музыку и что-то сделать именно драматически. Это вот такое очень интересное соединение драматической истории и музыкальной. Сухум является, конечно, центром моей юности, где я взрослела, где я менялась, где меня меняла и музыка, и люди вокруг. Для меня это был очень большой мир. Сухумское музыкальное училище. Это очень важно для меня, как для музыканта, который когда-то начинал в этих стенах. Наш класс, где мы учились. Мы пели всегда, у нас испокон веков мой род и с маминой стороны, и с папиной стороны, мы всегда все пели. Мне казалось, что это, наверное, какие-то народные песни, песнопения. Я сидела за роялем, что-то пыталась сама сочинять, у меня были музыкальные какие-то произведения, но чтобы заняться очень серьезно вокалом и академическим вокалом, это Жозефина Константиновна Бумбуридзе, это Карлин Мартынович. Карлин Мартынович Яврян – это мой педагог по фортепиано, у кого я закончила музыкальное училище как пианистка. Я ему очень благодарна за то, что он когда-то вложил в меня, как в пианистку, очень много, и взял за руку и повел к Жозефине Константиновне Бумбуридзе, которая тогда занималась со мной как с певицей уже, с начинающей. И никто не знал, что я буду академической певицей, потому что пела я другую разную джазовую музыку, но не оперу. Это тоже отдельная история, конечно, моя. И вы, наверное, видели это изумительное здание, потрясающее. По этим лестницам идти только в музыку можно было. А что это с компьютером? Сегодня сюрприз. У тебя будет сюрприз. Посмотри. Жозефиночка! Жозефина Константиновна! А что, как вы это сделали? Какая красивая! Как вы? Хорошо, потому что я у своей дочки, внуки мои. И радость. Прямо радость не знаю. Я хочу, чтобы ты много лет жила. Взаимно, взаимно. Карлин Мартынович, вы меня решили совсем с ума свести. Карлин Мартынович, привет, мой золотой. Вы помните, как Карлин Мартынович меня привел за ручку в класс? Помните, как вы впервые распели меня? Я даже помню, какие упражнения вы давали мне. Наверное, одна из самых важных граней жизни Московской консерватории – это смена поколений. Потому что мы унаследовали такую историю, на фоне которой, конечно, особая взыскательность проявляется к той молодежи, которая идет на смену. Ну и к счастью, среди этой молодежи есть фигуры не только, так сказать, не просто сопоставимые, но в чем-то уникальные.
И, конечно, Хибла Герцмава – это пример, который приходит в голову в первую очередь. Забыть любовь, забыть мечты, забыть те клятвы. Помнишь ты, помнишь ты, помнишь ты, в ночную пасмурную пору, в ночную пасмурную пору. Забыть так скоро, Хиблочка, Александр Сергеевич, я так люблю встречать вас именно здесь. каждый концерт в Большом зале консерватории, всегда от вас такие красивые розы, очень красиво стоят у меня дома. Мне очень приятно. Но я их не пропускаю, эти концерты, никогда, потому что это действительно счастье для всех, кто наполняет большой зал. И Рахманиновский зал. И Рахманиновский зал. Ну, вообще, это все ваши залы. Это ваша альма-матер. А вы моя история, и я много раз уже говорила о том, что Московская консерватория – это, конечно, великая школа, и русская, и, конечно, очень много музыкантов, которые как раз учились здесь, сделали вот такую мировую музыкальную историю. Я вам очень благодарна, я очень люблю вас, и слава Богу, что вы были, есть и будете дальше в моей жизни. И мне очень приятно, что вы оцените то, что я и преподаю здесь, и пригласили меня, и у меня есть вокальный класс, вокальные секреты, которые я могу им дать. Это школа. Вот если берешь эту школу, то тогда все получается. Вот девчонки у меня очень талантливые. Те, кто взял мою школу, они сейчас везде поют. И я этим очень горжусь. Это ведь для меня проверка тоже, как для педагога. Я, честно говоря, был просто потрясен тем, что мое предложение, я думал, оно будет долго-долго обсуждаться, но тем не менее, когда в зените славы, будучи на расхват во всех странах мира, вы сказали мне «да», то действительно для консерватории это было счастьем и еще более увеличило уважение к вам. Не восторг, восторг увеличить уже невозможно. Когда у нее есть интересные студентки, она их показывает в театре. Ее ученица у нас работает, Маша Лупарева. Хибла Герцмава возглавляет многие годы премию «Онегин». Это ее интерес и желание помогать молодым коллегам, выявлять молодые, новые имена и молодые дарования, мне кажется, тоже заслуживает огромного уважения. Она с этим ведь пришла ко мне, с идеей своего конкурса. Я сказал, конечно, я поддержу. И то, как она старается, чтобы ни один, там, даже дипломант не ушел, я ей говорю, Хибла, такое количество наград немножко нивелирует главные призы. Давай поменьше. Но ей очень хочется, чтобы никто не ушел с пустыми руками. Понимаете, она как мать здесь. Наверняка и вам послушать от мастера. Я вас поздравляю, что вы в проекте, что вы пришли сюда, и вы прекрасно поете, и вся страна вас слышит. Замечательный, чудесный голос, но я бы немного выстроила эту арию по-другому. Проект «Голос» — это отдельная стезя в моей карьере, в моей жизни, я бы сказала. Конечно, телевизионный проект, очень сложный проект. Меня очень долго уговаривали, чтобы я пришла туда. И мне очень хотелось показать всей стране, что академические люди с академическим образованием могут петь разную музыку. И наоборот, что есть люди, которые живут в эстраде, могут петь другим звуком, более круглым, так скажем. И мне кажется, что мы показали очень хороший мастер-класс. In den Bergen ist mein Heim. Вот вы стоите на горе и дышите этим горным воздухом, и всем в мире рассказываете, это моя страна, я здесь. Она удивительный человек. Я думаю, что главное, что для меня вообще является главным в человеке, и это не так часто, увы, встречается. У нее огромное сострадание к людям. Вот в этом вся Хибла. Я счастлив быть с ней знаком, работать вместе и любить ее. Мама с папой, так рано покинувшие ее, некоторое чувство сиротства, которое она хотела закрыть чем-то, да? В любви росла.
Они могут быть за нее не только там гордиться и восхищаться ней, они вообще могут быть за нее спокойны. Буду рад каждой возможности поработать вместе на сцене любого театра. Вот эта теплота абхазская, теплота воспитания моего абхазского, я думаю, что это все судьба. Я очень счастлива, что такая судьба у меня. Я очень счастлива, что я музыкант, и я очень рада, что у меня прекрасный путь, музыкантский путь. Мне очень нужно много сделать. Не хочу говорить о планах, но я знаю, с чего все начиналось. А самым главным образом — корни. У каждого человека должно быть корни. Ваша Хибла Герзмава.